На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В центре внимания происшествие в редакции газеты «Абхазский вестник» 5 ноября и стрельба в Сухуми 11 ноября. Расширенное заседание двух парламентских комитетов прошло в Народном собрании. 18 за, 1 воздержался. Дмитрий Осия вновь избран председателем Сухумского городского собрания. Отменено решение арбитражного суда по исковому заявлению Сухумгэс о признании права собственности на линию электропередач. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту стрельбы в столице. 11 ноября в Сухуме примерно в 13:20 неустановленное следствием лицо, расположившись в заброшенном доме по Гумской улице, произвело не менее 3 выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра в направлении двора дома, расположенного по первому проезду улицы Гумской, 6. 5 человек, получивших огнестрельные ранения, были доставлены в республиканскую больницу. По данному факту прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению. Бадра Гунба навестил в республиканской больнице пострадавших в результате перестрелки 11 ноября в Сухуме, сообщает пресс-служба президента. Глава государства посетил палаты и отделение реанимации, пообщался с родственниками пострадавших, выразил им слова поддержки и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главврач республиканской больницы Эрик Хатхва доложили президенту о состоянии здоровья раненых и ходе их лечения. У него, значит, сквозная огнестрельная рана на правой верхней конечности с повреждением костей, нерва и одной артерии. Вчера была проведена операция, аппарат внешней фиксации установлен. Касательное ранение в грудной клетке. Помимо я мальчик. Ну вот пуля прошла, слава богу, не задев значит, костное отдело грудной клетки и не попав в плевральную полость, она прошла над вот этими структурами через мягкие ткани. Основано, потому что все-таки ранящий агент, он, то есть он локализует боль, он понимает. Мы сегодня, даже учитывая тяжесть состояния, не можем сделать компьютерное исследование, повести на этаж ниже, сделать по стабилизации. И сегодня, и вчера с российскими коллегами общались с институтом Склифосовского, с Бурденко, видеоконференц-связь. Сегодня 2 специалиста тоже из России приедут вечером, попросили приехать, проконсультировать дополнительно. Так что коллегиально работаем над этой сложной проблемой. министром, хакимцером, мышка, хокецхаки, алагдзена, ирылшу загягадзарал, ячуб, ихе, иху, аудиораду, цухузмо, рабстазара, айпархараз, айлацвержера мепахгет, етахо, успепкатка мепаргут, етахозер, ацхора рабсна, антец, алшарахозер, дара, артаглазащи хану тузер уюзги алшарахаму ахайхазы рухра дара иудею етохо атапаче инаракцот яраус иголазхан амчра туспартака заруту асепшачкиура астазими пызгыз ахирхра якушразы сыра авграгнысоп уй шинрагцу. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями оперативных и экспертных служб МВД Абхазии о ходе расследования перестрелки в Сухуме, имевшей место накануне 11 ноября.
У нас было изъято 6 гильз калибра 9 на 19 мм, 3 гильзы калибра 72 на 54, как раз предположительно с СВД стрелянные. Также изъяли кровь с места происшествия. Изъяли 2 среза металлического забора с пулевыми. Изъяли 1 срез спинки лавочки, также с пулевым. Была изъята предположительно снайперская винтовка Драгунова со срезанным маркировочным обозначением. С ней был 1 магазин с 5 патронами и 1 патрон в патроннике содержался. Оболочка и сердцевина пули, сердечник, предположительно 72 на 54. Вопрос по генетической экспертизе мы уже обсуждаем с нашими российскими коллегами. И все необходимые мероприятия по проведению тех экспертиз, которые будут необходимы в рамках расследования этого дела, будут проведены. Потому что мы уже предварительные обсуждения провели с нашими российскими коллегами, чтобы нам, насколько возможно, быстро ускорили вопрос проведения генетической экспертизы. В первую очередь надо отработать свидетельскую базу. Вы понимаете, что было мероприятие, в котором находилось большое количество людей. Необходимо установить возможных свидетелей, очевидцев этого преступления. Всю хронологию произошедшего нужно восстановить. Необходимо получить максимальные сведения о возможном обнаружении данного человека, его внешнее описание. Повторно сегодня отработать весь маршрут возможного отхода. Посмотрите, где есть камеры. Я понимаю, участок очень сложный. Там очень много дорог, отходных путей, но все отходные пути вчера вы отрабатывали, я знаю. Сегодня дополнительно, повторно провести весь анализ. Подключите все ресурсы, которые у нас имеются, гороаппараты. Все должны, Руслан Александрович, работать сегодня именно на раскрытие этого преступления. Усиление по постам продолжить. Сегодня проведите ротацию сотрудников, работу надо продолжать. Работу по границе, по приграничным регионам также продолжить. Самое главное определиться с самим преступником, понять, как он выглядел. Для этого надо собрать свидетельскую базу. Вы знаете, что с нами работают коллеги из службы госбезопасности, помогают активно. В полном взаимодействии с ними работать. В продолжение темы. В ходе расширенного заседания 2 парламентских комитетов по государственно-правовой политике и по обороне и нацбезопасности депутаты также попросили министра внутренних дел Роберта Киут коротко рассказать о предварительных результатах расследования покушения на убийство, произошедшего накануне в Сухуми. В результате стрельбы, открытой в ходе траурных мероприятий, 5 граждан Абхазии получили ранения и находятся в республиканской больнице. Как всем известно, вчера в районе где-то 13:20 произошло событие, связанное со стрельбой на одной из похоронных процессий, в ходе которой были ранены 5 человек. И, соответственно, 2 из них в тяжелом состоянии, 1 в критическом состоянии. Но как только поступил сигнал в Министерство внутренних дел, оперативная группа выдвинулась на место, был поднят по тревоге личный состав Министерства внутренних дел, был объявлен план перехват по всем постам, все посты были перекрыты. По существу дела проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия совместно с службой госбезопасности, а также во взаимодействии с прокуратурой. Материал первичный собирается на том этапе, что сегодня было нами собрано. Я утром заслушал отчет, были даны соответствующие поручения. Отрабатываются все маршруты вероятного отхода. Занимаются сотрудники установлением личности, характерных признаков личности, сбором свидетельской базы. И скажу так, что на месте происшествия, уже на пути отхода, была обнаружена снайперская винтовка, предположительно модели Драгунова, и, соответственно, из которой было произведено, как мы видим, 4 выстрела. Также были дополнительно обнаружены предметы, которые подлежат исследованию. В настоящее время проводится весь комплекс оперативных мероприятий. И
Отрабатывается ряд версий, которые, я думаю, что могут привести к определенному результату. Между тем, главной темой расширенного заседания двух парламентских комитетов стало происшествие, имевшее место в редакции газеты «Абхазский вестник» 5 ноября. В заседании приняли участие министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, генеральный прокурор Адгур Агарба, представитель администрации президента Дмитрий Шамба. На повестке дня сегодня будет обсуждение относительно происшествия 5 ноября по улице Абадинской в офисе газеты «Абхазский вестник», так называемые политтехнологи, которые впоследствии были переданы правоохранительным органам для выяснения информации, для выяснения обстоятельств, как они здесь сюда появились, чем они занимались, более подробно. Я думаю, что расскажут представители руководства структур, которые приглашены сюда. Хочу сказать, что да, данный инцидент имел место. Значит, в службу госбезопасности, как я говорю, никто с заявлением в бумажном виде не обращался. Да, были заявления со СМИ, которые мы видели, то, что обращения были в службы. Мы занимаемся данным фактом, проверкой данного факта. Эти люди не были задержаны, эти люди были доставлены в службу госбезопасности. После инцидента, имевшего место, гаджеты мы получили через несколько часов, правильно сказал здесь Кан Валерьевич. И данные гаджеты были обследованы службой госбезопасности, но в чем причина, объясняю. В том, что если данные гаджеты при задержании службы госбезопасности были бы изъяты законным путем, они имели бы другое основание. Данные гаджеты побывали в других руках, они были использованы. Мы для себя информацию сняли, естественно, что будем дорабатывать оперативным путем. Но еще раз хочу сказать, вот здесь некоторые СМИ опубликовали, что данные граждане были выдворены с территории Республики Абхазия. Это не так. Чтобы выдворить не гражданина Республики Абхазия, на то принимается решение судом, не службой госбезопасности. Сейчас за их вину мы разбираемся, мы доложим. Естественно, по окончанию данной проверки мы доложим, что там произошло и чем они на территории Республики Абхазия занимались и какую правовую оценку дадут правоохранительные органы. У нас есть уже поручение от прокуратуры города Сухум, какие мы действия должны произвести касательно граждан Российской Федерации. Но касательно граждан Республики Абхазия нужно было, еще раз говорю, обратиться к нам. И мы бы отреагировали бы на это, и все это имело бы совершенно другой вид и другую атмосферу, как говорится. Сейчас, в данный момент, мы имеем заявление о том, что у людей похищены деньги и ряд гаджетов их. И плюс у них избиения, где сняты побои. Здесь непосредственно прослеживается вмешательство во внутренние дела Абхазии. Давайте, Кан Валерьевич, оценку правоохранительные органы, я думаю, это дадут. вы будете делать, то я как депутат имею свое мнение. Я имею, если вы хотите сказать, что я смог вот это все придумать, вот это я все Это придумал. должны были делать мы, Кан Валерьевич. Если мы вот это все придумали за 2 часа, там, я сейчас не знаю, как это 5 мегабит, что-то там информации мы закачали туда, придумали фамилии, имена, но это уже бред, конечно. Здесь есть финансовый отчет, кто что получал, кто кому что делали. У нас сегодня есть показания ряда свидетелей, у нас есть сегодня заявление от этих 3 граждан, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и, соответственно, вот эти предметы, о которых здесь идет речь. Но я хочу вам сказать, уважаемые депутаты, что мы односторонне эту проверку рассматривать не собираемся, только с учетом их заявления, то, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что оппозиционные силы пока еще нам с заявлением официально не обратились, и никакие материалы прокуратуре не были переданы. Были публикации, где некоторые представители оппозиции говорили, что они обратятся в прокуратуру. Мы ждем этого обращения. На сегодняшний день предварительно что мы усматриваем? Мы усматриваем, во-первых, мы рассматриваем законность участия этих граждан в выборном процессе, насколько это было законно. Мы именно так на это смотрим. Законность вообще их работы. Есть государственная миграционная служба, которая проводит эту политику.
И мы уже к ним обратились, но пока официального ответа не имеем. Но я, как прокурор, могу вам сказать, что любой иностранный гражданин, который прибывает в Республику Абхазия, должен получить разрешение для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности. Насколько мне известно, у них этого не было. Тот же работодатель, который принимает таких граждан к себе на работу, должен иметь патент. Сегодня у нас такой информации нету, чтобы был патент. На мой взгляд, с учетом тех материалов, которые добыты на сегодняшний день, я могу сказать, что усматривается административное правонарушение. Дальнейшее заседание проходило без присутствия прессы. Видеоверсию расширенного заседания двух парламентских комитетов смотрите после выпуска новостей. Состоялось первое заседание Сухумского городского собрания 8-го созыва. В его ходе Дмитрий Осиев вновь избран председателем собрания. За его кандидатуру проголосовало 18 из 19 депутатов, 1 воздержался. Заместителем председателя избран Инал Кишмария. Также впервые в истории городского собрания депутатам предложили идею трансляции их заседаний в прямом эфире. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. Первое заседание Сухумского городского собрания 8-го созыва открыл председатель столичной избирательной комиссии Алмаз Джапуа. Он поздравил народных избранников с победой, отметив, что выборы прошли достойно. Жалоб на кандидатов и представителей их команд в день выборов не поступало. Явка избирателей была намного выше, чем 5 лет назад, что говорит об интересе к кандидатам и выборам в органы местного самоуправления в целом. Глава Сухумского избиркома вручил депутатам удостоверение, после чего к ним обратился генеральный директор телекомпании «Абаза» Руслан Хашик, отметив, что впервые в истории выборов в органы местного самоуправления у избирателей была возможность послушать своих кандидатов в прямом эфире. А сейчас впервые в истории абхазских выборов мы провели на уровне городского собрания, провели теледебаты. Мое предложение следующее. У вас уже за плечами опыт публичной политики. Вы впервые в жизни давали, многие из вас впервые в жизни давали интервью в прямом эфире. Поэтому я вам предлагаю, телекомпания «Абаза ТВ» готова поддержать, если вы после решения всех своих организационных вопросов примете решение о трансляции, о прямом эфире ваших заседаний, чтобы ваши избиратели, горожане, чтобы мы все вместе видели о том, какие вопросы вы обсуждаете, как вы готовитесь. Давайте продолжим вот эту публичность, и это даст вам возможность показать свою работу. Это даст возможность нашим телезрителям увидеть, как рождаются идеи, как рождаются проекты, как вы их обсуждаете, какие принципы вы проявляете, как вы принимаете бюджет города, как вы будете утверждать всех начальников управления. То есть у вас полномочия абсолютно, они очень весомые, достаточные, и от ваших решений зависит очень много в городе. Я двумя руками поддерживаю данное предложение и хочу вам сказать, господа, я в прошлом депутат 2 созывов, публичная часть вашей работы крайне важна. И люди, горожане, которые от вас отправляют для решения их вопросов, хотят знать, чем вы тут занимаетесь, открытых частей заседания. Я не говорю о комитетских заседаниях, но открытые сессионные заседания однозначно и для меня, и для многих горожан должны быть открыты, и с них должны вестись прямые трансляции, люди должны видеть своих избранников и какие решения они принимают. Депутаты пообещали рассмотреть данное предложение на ближайшем заседании. Далее был вынесен вопрос об избрании председателя Сухумского городского собрания. Депутат Инал Тужба предложил кандидатуру экс-председателя Дмитрия Осия, отметив, что он обладает достаточным опытом работы и волевыми качествами руководителя. В ходе тайного голосования кандидатуру Дмитрия Осия поддержали 18 депутатов, 1 воздержался. Коллеги, спасибо большое за оказанное доверие. Прежде всего, это оценка деятельности Сухумского городского собрания 7-го созыва.
Я уверен, что в 8-м созыве мы продолжим быть самостоятельными, принципиальными, с ответственностью перед людьми. У нас впереди очень много дел, много задач. Я уверен, все вместе, одной командой, мы сможем сделать наш город светлее, удобнее, комфортнее и красивее, как для жителей нашего города, так и для гостей столицы. Дмитрий Ося своим заместителям предложил кандидатуру Инала Кишмари, отметив, что молодой человек – юрист по образованию, а также является исполнительным директором платежной системы АПРА. Имеет большой опыт как в финансах, так и в юриспруденции. Я уверен, что его знания и опыт, который он приобрел, помогут Сухумскому городскому собранию 8-го созыва. Коллеги, я вас прошу поддержать данную кандидатуру. В ходе тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Инала Кишмари, который был избран заместителем председателя Сухумского городского собрания. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатова. Президиум арбитражного суда Абхазии отменил решение арбитражного суда по исковому заявлению Сухумгэс о признании права собственности на линию электропередач. Надзорная жалоба в Президиум арбитражного суда была подана Министерством энергетики республики после того, как в 2024 году решением суда первой инстанции исковые требования Сухумгэс были удовлетворены, и за предприятием было признано право собственности на линии электропередач, расположенные в Сухумском районе. На заседание Президиума арбитражного суда представители Сухумгэс, как и Черноморэнерго, не явились. Президиум арбитражного суда Республики Абхазия в составе председателя арбитражного суда Республики Абхазия Квицыня, членов президиума, исполняющих обязанности заместителя председателя арбитражного суда Республики Абхазия Джения Оксида Борисовна, судьи арбитражного суда Логуа Мнишотовича, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Папаскири, при участии в заседании представителей Министерства энергетики Республики Абхазия, Габилая, личность судом установлена, действует на основании доверенности, Гунба, личность судом установлена, действует на основании доверенности. В отсутствие представителей общества с ограниченной ответственностью СП Сухумгэс, администрации Сухумского района и РУП Черноморэнерго, извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания Президиума арбитражного суда, рассмотрев в открытом судебном заседании надзорную жалобу Министерства энергетики Республики Абхазия на решение арбитражного суда Республики Абхазия от 6 ноября по делу АС 50-2024 по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью СП Сухумгэс к администрации Сухумского района и третьему лицу, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора РУП Черноморэнерго о признании права собственности на самовольную постройку, новый объект, руководствуясь частью 2, частью 3, частью 5 статьи 297, статьей 315, пунктом 5 части 1 статьи 316, статьей 319 Арбитражно-процессуального кодекса Республики Абхазия, Президиум арбитражного суда постановил. Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 6-11 месяц 2024 по делу АС 50-2024 по исковому заявлению ООО СП Сухумгэс к администрации Сухумского района и третьему лицу, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора РУП Черноморэнерго о признании права собственности на самовольную постройку, новый объект отменить. Принять новый судебный акт, которым в требованиях ООО СП Сухумгэс о признании права собственности на самовольную постройку отказать полностью. Постановление Президиума арбитражного суда Республики Абхазия вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит. Перед стартом работ в Сухуме обсудили детали реконструкции набережной. Финальное совещание прошло на самой набережной Сухума. Его провели заместители мэра Инал Авицба и Константин Тарба. В нем участвовали представители российских регионов, проектных организаций, подрядчиков реконструкции и абхазского бизнеса.
Над разногласиями, которые возникли, мы будем работать на градостроительном совете при столичной администрации, где будет принято общее решение, сказал Константин Тарба. Набережной Сухума проходит финальное выездное совещание всех представителей проектных организаций, представителей регионов Российской Федерации, которые будут участвовать в реконструкции и реставрации набережной, также всех представителей местного бизнеса, которые будут принимать участие. Это финальное совещание выездное перед началом производства работ. Обсуждаем уже детали, расположение малых архитектурных форм, материалы, используемые для реконструкции и реставрации также. Есть некоторые, конечно, и разногласия, но мы придем к общему и после градостроительного совета примем уже окончательное решение по материалу. Люди и даты. 12 ноября – День памяти Тамары Шакрыл, доктора филологических наук, профессора, общественного и политического деятеля. 12 ноября 2004 года она была смертельно ранена во время массовых волнений, связанных с президентскими выборами. В 2010 году в Абхазском институте гуманитарных исследований был открыт кабинет-музей Тамары Шакрыл, а в ноябре 2014 года была создана Государственная комиссия по увековечению памяти языковеда, участника национально-освободительного движения, героя Абхазии, кавалера ордена Акцепша второй степени Тамары Платоновны Шакрыл. О значении личности Тамары Шакрыл для абхазской культуры говорила в 2014 году советский и абхазский литературовед, доктор филологических наук Маргарита Глебовна Ладария. Она меня потрясла буквально многогранностью своего облика, внутреннего, главным образом, конечно. Это удивительный человек. И я не переставала удивляться ею до последнего дня ее жизни. Мне казалось, что она вобрала в себя все самое красочное, все самое интересное, самое ценное для нашего народа. Она всегда говорила, что она готова отдать жизнь за Абхазию, что она жить не может без Абхазии, очень скучает в Москве, даже когда уезжает ненадолго. Она воплощала в себе не только вот то, что было на виду, то, что бросалось в глаза. Она прекрасно владела логикой, ораторским искусством. Она, помимо этого, помимо своих достоинств личных, умения не просто заинтересовать человека, а направить в том вот направлении, в котором исходило ее сияние. Это любовь к жизни. Это стремление объять необъятное буквально. Она сама уже, наверное, за 40 лет повышала свои познания в русской литературе. И причем интересно, у меня собрание сочинений полное классиков. Если она начинала знакомиться с каким писателем, она прочитывала все собрание сочинений и приносила потом целую вот эту стопку книг. Мы с ней беседовали. Она высказывала очень интересные мысли, рассуждения, догадки. Она верила, что наш, пусть маленький, но талантливый и очень яркий народ сумеет дать миру то, что она хотела бы услышать и увидеть. В Комитете по репатриации прошла презентация книги «Переплетение времен» Джона Смер. Это книга воспоминаний, взятых из жизни отца Джона Смер, Мустафы Смер.
Когда наша диаспора в Кабарде формировалась, база диаспора, тогда нам необходима была помощь настоящих абхазцев, которые могли нас поддержать духом. И Харазия Вадим, Джон Смыр с ребятами приезжали, в Кабарду приезжали, поддерживали нас, мероприятия мы проводили. И вот даже вчера я с ребятами созванивался, они говорили 1,5-2 часа вместе, и все эти моменты вспоминали. Очень было приятно. Я хочу родным и друзьям, близким сказать этабу за то, что вы жили вместе, проводили время, друг друга дополняли. Это и нам досталось, потому что та поддержка, она неоценима на самом деле. Репортаж с презентацией книги «Переплетение времен» Джона Смыр смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. Ректор Абхазского государственного университета академик Олег Угварами участвует в международной конференции «Мальцевские чтения», которая проходит в эти дни в Институте математики имени Соболева Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Ректор онлайн принял участие в работе пленарного заседания и в обсуждении ключевых проблем алгебры. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, научный форум в этом году посвящен 85-летию Юрия Леонидовича Ершова, выдающегося российского математика, специалиста в области математической логики и алгебры, бывшего ректора Новосибирского государственного университета и директора Института математики академика РАН, почетного профессора АГУ. Кроме того, ректор также принимает участие в работе Международной математической конференции, проходящей в Тель-Авиве, и посвященной памяти Бориса Исааковича Плоткина, выдающегося советского и израильского математика-алгебраиста, доктора физико-математических наук, почетного доктора и почетного профессора АГУ, бывшего научного руководителя Олега Алексеевича Гварами. Материалы данного форума будут опубликованы в трудах Американского математического общества, в том числе новая статья академика Гварами, посвященная алгебре и универсальной алгебраической геометрии. Фонд Ашана запустил благотворительную акцию в помощь Адель Чкотуа, которой диагностировали микрофтальм глаза. Малышке необходимо собрать более 3 миллионов рублей на лечение в Израиле. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Адель Чкотуа родилась 25 июля 2025 года. Ей всего несколько месяцев от роду, но ее мир пока лишен красок и света. Страшный диагноз – микрофтальм глаза поставил под угрозу ее будущее. Девочке предстоит борьба за возможность видеть. Но у этой борьбы есть четкий план и реальный шанс на успех. Как отмечает практикующий педиатр LabQuest Астанда Кварче, мать малышки обратилась к ней за помощью и диагностикой. Клиника, в свою очередь, открыла сбор в виде копилки добра. Каждый желающий может оставить любую сумму, тем самым помочь Аделе. Как вы заметили, у ребенка один глаз значительно меньше по размеру, чем другой. Такое состояние в медицине называется микрофтальм. Чаще всего микрофтальм связан с различными генетическими патологиями, возможно также внутриутробная инфекция, а также дефицит или нехватка витамина А. Мама ребенка неоднократно обращалась к специалистам, к офтальмологам, и при осмотре глаза диагностирован микрофтальм 3-й степени. При такой степени функция глаза значительно снижена, и глаз практически не видит, скорее всего, не видит. Но израильские врачи дают шанс на то, что если провести дополнительную диагностику, если у ребенка хоть незначительная функция сохранна, если ребенок видит хоть немного, то глаз будут сохранять. Они проведут расширенную операцию с увеличением век и выведением глаза. Ребенку 3 месяца, это заболевание у него врожденное, и поэтому чем раньше будет диагностировано, тем лучше, так как если есть шанс на то, что функция глаза сохранна, то, возможно, ей могут помочь с сохранением собственного глаза. Профессора проведут ювелирную диагностику и определят, можно ли сохранить и восстановить зрение малышки. Если нет, они сделают все, чтобы провести щадящую операцию и установить современный имплант, который позволит Аделе жить полноценной жизнью, без физических и психологических травм.
Сейчас сумма сбора составляет более 3,5 миллионов рублей, что неподъемно для семьи Чкотуа. Поэтому они пару дней назад обратились в фонд Ашана. Уверены, что жители нашей страны в очередной раз в короткие сроки нам помогут и поддержат нашу маленькую подопечную. Каждый человек имеет возможность сделать пожертвования, и способы помощи есть указаны у нас на сайте. Важно отметить, что каждый рубль, он важен. Многодетная мать Саида Какубава рассказала, что беременность протекала хорошо, старшие дети тоже ничем не болели. Однако, когда родилась малышка Аделя, стало ясно, что один глаз не открывается, другой же видит отлично. Саида обращалась к врачам в Абхазии и России, вывозила ребенка и осматривала его, пока не узнала, что подобные случаи микрофтальма глаза качественно лечат в Израиле. Родилась она в срок, хорошо, беременность хорошо протекалась. А за всю беременность двое детей дома коклюшем заболели. В том году зимой вспышка была, коклюшем заболели. Я особо так не ощутила, но по анализам сказали, что я тоже заболела. Дети-то выздоровели, все нормально, все хорошо. Я тоже легко перенесла. На УЗИ, на анализе ничего не было видно. Это была 16-я неделя. Родила девочку в срок здесь в Сухуми, в роддоме. Когда она родилась, один глаз открылся, а другой закрытый был. И детский врач сказал, ничего страшного нету, не смертельно, обратите внимание. Там пока 3 дня пробыла, не открывалась. Потом окулист приехала, поставила диагноз микрофтальм. Мы выписались, мы приехали домой, через неделю глаз открылся. Потом как-то вышла в Израиль, узнала, что есть там новая технология, что можно узнать, видит ли глаз, насколько он видит, не видит ли, что можно сделать. То есть самые новейшие технологии, что есть, это там у них. Посмотрели видео, ее диагнозы, там две профессора, один говорит, что видит, другой говорит, не видит. Для этого, сказали, должны ребенка увидеть. Они увидят, обследование сделают, потом скажут, что можно сделать в дальнейшем. Если видит, будут спасать, если не видит, хирургическое вмешательство надо. Сама одна, конечно, я не потяну ушей. И как родилась тоже с первых дней по больницам. Сейчас семье Адели предстоит тяжелый путь. В первую очередь точно определить диагноз у ведущих специалистов. Затем консилиум специалистов определит единственный верный путь для спасения зрения и здоровья Адели. После чего возможна операция по удалению глаза с установкой импланта. И в конце изготовление индивидуального импланта, который будет практически неотличим от здорового. Каждый из нас может спасти жизнь ребенку, пожертвовав хотя бы небольшую сумму фонда Шана. Для Адели это будет шагом ко дню, когда она впервые взглянет на мир и улыбнется ему. Алиса Адлиба, Евгений Сильченко, Абазат ТВ. Новости культуры. В Русдраме прошел большой концерт Государственной капеллы Абхазии, который завершил 44-й театральный сезон Русдрама. Это был особенный вечер. Организаторы подвели итоги зрительского голосования, наградили победителей. В этом году новая церемония награждения, а после самый масштабный концерт капеллы Абхазии. В программе абхазская, русская и зарубежная музыка. Третий международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Гирзмава пройдет в январе 2027 года. Проект получил поддержку Российского президентского фонда культурных инициатив. Конкурс народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава проводится с 2022 года. На 2023 на него было подано почти 980 заявок. Из 23 стран победители объявили в январе этого года. Певец Леван Пхаладзе продолжает покорять музыкальные вершины. На белорусском шоу талантов он поразил жюри своим выступлением и уверенно прошел в следующий этап. Все звездные судьи единогласно сказали «да». О том, как абхазский артист завоевывает сердца зрителей за пределами родины, Арестит Каракасиди.
Каждая сцена, каждый конкурс – результат многолетнего труда и веры в свою мечту. Для Левана Абхавадзе музыка не просто увлечение, а часть жизни с самого детства. Вообще с самого детства начал петь с 3 лет. Ну так, дома просто. Караоке мама включала. Обожал петь, сам очень музыкальный. Меня отдали на скрипку. И я был уверен, что я свяжу жизнь со скрипкой дальше по жизни, потому что я прям чувствовал, что это и мой инструмент, и владею им хорошо. А потом в мою жизнь пришел один проект, и я понял, что я хочу связать жизнь с вокалом. И вот сейчас тоже мое время, и сейчас надо себя проявлять в самых лучших вообще моментах. За каждым успешным артистом стоит человек, который вовремя заметил и поддержал талант. Для Левана таким человеком стала педагог по вокалу Аида Шираян. Уже много лет она идет рядом с ним, помогая расти, совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. На самом деле я Левана знаю лет с 8. Видела его сначала такого маленького мальчика со скрипочкой в руках. Он уже с детства был очень талантливым. Играл концерты с оркестром. Через некоторое время его тетя, узнав, что я преподаю, привела его ко мне и сказала: он очень любит петь, он мечтает петь, вы можете его взять к себе или прослушать? Я говорю, ну, конечно. Ну, послушала его. Естественно, я с радостью его взяла. И вот по сей день, уже 12 лет, вот мы идем по творческому пути рядышком. Леван Абхавадзе участвовал в крупных телевизионных проектах «Музыкальная интуиция» на ТНТ, «Ну-ка все вместе» на канале «Россия». Эти выступления помогли молодому артисту обрести уверенность на сцене и найти свой путь в музыке. Я вообще очень много пою разной музыки, но придерживаюсь все-таки эстрадного стиля. И для меня это очень такое вот, я себя чувствую максимально комфортно в этом. Конечно, я люблю экспериментировать, и надо, и много нового выпускать. Для меня немаловажно, чтобы, конечно, в моем репертуаре звучали и национальные абхазские песни, потому что я здесь тоже в Абхазии выступаю, и публика всегда ждет, пишет. Поэтому, конечно, я работаю над этим. Все больше артистов из Абхазии завоевывают внимание публики за рубежом. Леван Абхавадзе сегодня входит в число тех, кто делает имя нашей республики известным далеко за пределами страны. Арестит Каракасиди, Владимир Капуза, Абаза ТВ. В нашей вечерней программе смотрите премьеру программы «Память о мастере», посвященную Николаю Писарчуку, русскому художнику, чье сердце и творчество навсегда принадлежит Абхазии. Автор и ведущая Эльвира Арсалия. Врачи рекомендуют молодому солдату уехать на юг. Он укладывается в общую тему русских художников в Абхазии. Его работа представлена здесь, на выставке в Национальной картинной галерее. Юрий Аргун, как ученый, прекрасно понимал значение этнографического материала, который может появиться в массовой культуре. Он приглашает Николая Писарчука для того, чтобы он изучил материальную культуру и сделал бы несколько зарисовок и несколько работ. Ему это удается. И получается прекрасное полотно, которое продолжает тему боевого оружия абхазов. Женский веер, украшения, предметы быта. Этот очень интересный для него этап затягивается на десятилетия. И немного о спорте. Гимнастка из Абхазии София Боджго выступила в Китае. Десятилетняя спортсменка представляла Академию «Небесная Грация», так как между Сухумом и Пекином не установлены дипотношения. По словам президента Федерации художественной гимнастики Гунды Кварча, сейчас София находится на 26-м из 36 мест рейтинга. Она обошла соперниц из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Мексики, Германии и Колумбии. На следующий день гимнастка из Абхазии выступит с булавами. Сейчас о погоде. В четверг, 14 ноября,
В Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 13 до 18 градусов. Температура морской воды 17 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.